Я вас всех приветствую. Речь идет о том, что есть проблема, которая нам насаждается, конечно же, Кремлем. Одни говорят, что нужно так действовать, другие говорят иначе. Этот раскол очень вреден, поэтому мы решили призвать всех наших людей, разных батальонов, движений, к диалогу на основе декларации Общенационального съезда чеченского народа, которая была принята в 90-м году 25 ноября. Главная проблема сейчас в том, что есть выход, если эти люди, которые там воюют, действительно хотят решить проблему, восстановить наше государство на основе воли нашего народа, на основе Конституции, которая была принята. Мы предлагаем им объединиться, оставить эту политику. Сегодня у чеченского народа, как и тогда, в 90-е годы, когда мы создали свое государство, у нас было легитимное государство, создано в соответствии со всеми нормами международного права, Конституция и, естественно, все структуры власти, атрибутика. Поэтому президиум правительства предлагает, зная, что есть легитимная власть, которая была создана в 1991 году, зная, что тогда Грузия признала Чеченскую республику, тогда она так называлась. Теперь, когда мы находимся здесь на Западе, делали все те возможные шаги для того, чтобы наше государство было признано и в других странах. В первую очередь обращались в Украину, работали с мая месяца 2022 года разными политическими, общественными деятелями. И в конечном итоге, как вы знаете, 2022 года, 18 октября, наша страна была обозначена Украинской Радой как Чеченской Республики Ичкерия оккупированной территории и осуждение геноцида нашего народа. Многие думают, что это не признание. Но мы знаем, что даже частное признание то считается признанием. В этом смысле сейчас мы можем говорить о том, что нам надо теперь освободить нашу территорию. А для того, чтобы освободить нашу территорию, нам необходимо, чтобы мы объединились с Украиной и с другими силами, которые действуют против этой реакции. Как нам действовать? Этот вопрос сейчас будет предметом диалога. Мы будем сейчас на нашем телеграм-канале и в Ютубе проводить эти мероприятия. Если акцентировать внимание на политическую точку зрения, видим, что в 2022 году было такое признание, и теперь никак не решается вопрос о признании легитимной власти Чеченской Республики Ичкерия. И мы с этим вопросом обратились к президенту Украины, отправили ему обращение, письмо дошло. После наших обращений Верховная Рада предприняла шаги по созданию комиссии по деоккупации народа в России. Мы воспринимаем это как ответную реакцию на наше заявление. А платформа открытого диалога будет действовать. В целом, вот такая картина для нас, для чеченцев. Вот коротко, если что, пожалуйста, какие есть вопросы. Меня слышно? Слышат тебя, слышат, да. Может, я тогда начну, пока ни у кого вопросов нет. Кое-что. Давай, говори, давай. Ага. Я снова приветствую вас всех. Добро пожаловать. У нас в первую очередь мы должны известить вас или информировать все время, чего мы опасаемся. Потому что наша ситуация, лишенная государства и разрозненные группировки. Здесь есть те, кто имеет право говорить от лица нашего государства, и те, кто это право себе узурпировал. Это с точки зрения Чеченской Конституции незаконно. И в данном случае Украина сегодня выступает как катализатором нашего всего этого движения. Многое зависит от того, кого она будет продвигать, кого она будет, на кого будет она поддерживать, в какую сторону перетянет чаша весов. Поэтому в данном случае контакты с нашим президиумом правительства, они минимальны, но контакты с самопровозглашенным кабинетом министров, они на более таком
активном уровне. И это порождает у нас очень большой раскол. Раскол в плане того, что, например, когда сейчас мы консультируемся с нашими разными людьми, такими национальными движениями, и практически с Ахьядом у них находится точка соприкосновения, в смысле с президиумом правительства. Поэтому сегодня это очень важная часть, потому что завтра это у нас может вылиться в кровавую войну. И если какие-то интересы есть у Украины на Кавказе, в Чечне против России, то они не сбудутся, то они не исполнятся. Более того, у нас возникнет та же проблема, которая всегда преследует постимперские или постоккупационные государства. Поэтому именно украинской стороны первое, мое такое мнение, должно быть обращение и обратить внимание на эту ситуацию. Хорошо. Кто еще, пожалуйста, давайте. Ну, если позволишь, Ахьяд. Да. Я просто выскажу свое мнение. Добрый день всем. Добрый. Ахьяд, данные вот сейчас по уже коротким выступлениям, да. я немножко в замешательстве в силу того, что, собственно говоря, вот эта вот тема, вернее, та плоскость, в которой сейчас рассматривается данный вопрос, я думаю, что контингент участников немножко не соответствует содержанию данного диалога в части достижения цели. Для этого, конечно, было бы неплохо сделать, в общем-то, конференцию или круглый стол, как хотите называйте, да? Представители депутатского корпуса, которые это Верховной Рады Украины, которые входят в эту комиссию или возглавляют. Я не имел возможность с некоторыми из них общаться. Собственно говоря, представители чеченского сопротивления, начиная от официальных, те, которые официально были в свое время наделены полномочиями, да, говорить от имени народа, и эти полномочия, собственно говоря, я думаю, не прервались, потому что в данном случае, да, государство оккупировано, Чечня, но ее правительство, вы, собственно говоря, как правительство в экзиле. Другой вопрос. Признают, не признают, это тоже политические игры, да? Вы должны, собственно говоря, вот вы и те другие представители разных течений чеченского сопротивления, вот сесть этот вопрос обговорить. Для того, чтобы, собственно говоря, вот это стремление украинских парламентариев помочь как себе и, собственно говоря, чеченскому народу в итоге не оказалось, знаете ли, медвежьей услугой, как сказал сейчас предыдущий представитель, чтобы не оказалось медвежьей услугой и не усугубил этот раскол, который будет еще сильнее скажется после войны. Это один вопрос. Другой вопрос. Если хочешь знать мое мнение, я, в общем-то, ты знаешь, я имел возможность высказывать свое мнение. Я просто сейчас немножко повторюсь, исходя из тех целей и задач, которые ты озвучил в части освобождения Ичкерии и восстановления ее правосубъектности на данной территории, как независимого государства. Исходя из условий сегодняшних, я бы немножко задумался над другой тактикой. Скажу почему. В данном случае, даже по окончанию войны, русско-украинской войны,
И очень сильно надеюсь, думаю, будет именно так, победой Украины. Этот вопрос автоматически, обретение независимости Ичкерии, ну, вопрос такой, знаете ли, открытый, по одной простой причине. Собственно говоря, сейчас и Украина ведь сталкивается с этой проблемой, да, в каком плане? На Западе очень сильны еще те силы, которые, собственно говоря, сторонники прекращения данной войны, да? Да, в пользу России. Не в пользу России, в пользу Украины. Но как они понимают эту пользу? Освобождение украинских земель, но при этом сохранение целостности России. И в данном случае, скажем, окончательном документе, который представит, собственно говоря, или будут подписывать Украина и Россия, будет отсутствовать пункт касательно народа Ичкерии, его государственности и так далее. И это естественно. Следовательно, это прекрасно, то, что много чеченцев готовы, а есть те, которые воюют в рядах ВСУ против русского агрессора. Это все прекрасно, это действительно способствует пошагово продвижению Украины на пути достижения своей цели. А цель – это освобождение территории Украины от русского захватчика. Но этого, на мой взгляд, для чеченского сопротивления недостаточно и достаточно, будем говорить, серьезно недостаточно. По одной простой причине. Я бы видел, чтобы чеченское сопротивление осознало те реалии, которые сегодня существуют как в полях в Украине, имеется в виду на российско-украинской войне, так и, в общем-то, те настроения и вообще потуги, которые мы наблюдаем в Европе и в мире. Исходя из этого, я думаю, что как раз-таки, Ахьят, вы как официальные представители могли бы выступить стороной создания единой платформы и назвать ее платформа конфедерации, скажем, их земель или народов, колонизированных Россией. Я не знаю, это можно сидеть, думать, как назвать. Но именно сделать большой упор на том, чтобы выработать совместно с представителями этих колонизированных народов единое представление будущей России, послевоенной России, и стараться это продвигать, это свое видение продвигать на Западе для того, чтобы выступить совместными усилиями третьей стороной в этой большой, будем говорить, войне, российско-украинской войне. Скажу почему. Я бы видел, чтобы это выступили вы. По одной простой причине. Поверьте, русские либералы сегодня уже активно работают в этом направлении. Они опять, как и в 1917 году, как и в 1991 году, они хотят подмять эти колонизированные народы под себя и представить свое видение послевоенной России. Да, реформированной в их представлении и так далее. Но это далеко не... Эти реформы будут далеки от, скажем, реализации чаяний тех колонизированных народов, которые будут
несколько в другом виде, но оставаться приукрашенный, оформленный, знаете, вставленный словами и демократическими, я не знаю какими, но в любом случае будут оставаться теми же колониями. И не пройдет 5, 6, 7, 10 лет даже не пройдет, как, собственно говоря, Россия будет прежней империей, какой она и, собственно говоря, была. Поэтому в данном случае я думаю, что самым большим союзником у вас в этом направлении могли бы выступить вот эти представители колонизированных Россией народов, русских колоний, для продвижения вот этой вот картины будущей России именно так, как вы видите. Лишите этой доминанты русских либералов. Потому что русские либералы как раз-таки будут опять возьмут этот флаг и будут идти впереди. А вы будете, собственно говоря, выступать все в виде массовки. Вот, к сожалению, вот такая мне представляется картина, и уже сейчас надо, в общем-то, работать над тем, чтобы вот лишить этой возможности, да, после этой войны остаться той Россией, которую, собственно говоря, хотели бы видеть в том числе и в первую очередь русские либералы сегодняшние. Поэтому я бы как раз-таки предложил бы поработать вот в этом направлении. Естественно, никто не говорит, что следует оставить работу с украинским правительством ни в коем случае. Но зацикливаться на одном этом, я думаю, что это будет большая ошибка по одной простой причине. Но не будет украинские парламентарии, украинское правительство заниматься вашей междусобицей, понимаете? Прекрасно понимаю, что эту междусобицу подпитывает ФСБ и так далее. Но это и самое главное – отвлечение ваших сил, размывание ваших сил и лишение, собственно говоря, возможности работать целенаправленно для достижения вашей задачи или цели, как хотите. Спасибо, Синовер. Понимаешь, из того, что ты сейчас сказал, мы как раз-таки вот в этом направлении и действуем. И пытаемся через эту платформу выйти на этот уровень, который ты говоришь. Сейчас вот сюда вошел наш друг из Азербайджана Хагани. Представьтесь, это известный политический деятель Азербайджана. Хагани, вы слышите меня? Да? Да. Салам алейкум. Алейкум салам. Я сказал бы, у нас есть большой пример. Когда вот Лебедь приехал, и перемирие сделали в Чечне, все вот командиры, я в Заводском районе, все командиры не хотели перемирия. И мне пришлось по рации позвонить командующему. И он сказал, я лишний раз, в общем, проблемы не хочу, мало ли изменится ситуация. Поэтому в любом случае пойдем на перемирие. И когда там на совещании вот этот Куликовский был командующий российскими войсками, и этот Куликовский совещался с нами, в общем, и со своими командирами. И когда мы на курилку вышли, я и Асланбек, еще пара человек из нашей подразделения уже. И они курили, и некоторые уже в глазах слезы, говорят, мы еще вернемся, мы покажем вам еще. Говорят, вот такие слова были. Ну, когда мы уж выходили, ушли уж, и мы думали, даже и многим мы сказали командирам, что перед простым народом надо говорить, что они вернутся.
мы будем в любом случае, в общем, что война закончилась и так далее. Вот такие. В любом случае, Россия, Америка далеко. Ну, этот, Польша, потом Европа вся в руках у России. Она может через 10 лет или через 5 лет пойти на кого-то, на любого кого-то. Там не имеет значения. Да. Или так далее. Да. У них в крови это все. Надо историю России знать хорошо, чтобы, знаешь, с Петра Первого, что они делали во всем мире, уж, где они вообще оккупировали людей. Уж. Вот. Поэтому надо в любом случае учить контакт. А Украина, это мы Украину поддерживаем. Я в Беринговом проливе служил в армии, и со мной были 3 украинцев. Остальные все были русские. И мы, в общем, в армии, кто был, тот знает, что там приходится и драться приходится и так далее. И, в общем, мы всегда 3 были. Я один с Кавказа. Командир говорил, откуда ты взялся с теплых краев, в общем, сюда, 55 градусов мороза, в общем, и так далее. Вот такое было. В каких случаях, я не знаю уж. Вот так. В любом случае, надеяться на, что Россия образумится, это не надо. Я имею в виду, Европе не надо. Не только Европе, и в Средней Азии, и в Чечне тоже самое. У меня все ясно. То, что есть. Муса это хорошо знает. Он был замкомандира Юго-Восточного фронта, прошел через многие тяжелые испытания. Он представитель, посол в Германии. Кто еще скажет, пожалуйста? Вы скажете? Да. Я скажу несколько слов. Сначала я приношу свои извинения всем, потому что немного опоздал. Помимо моего видения, первое надо знать. Распад Советского Союза должен быть для всех уроком. После распада Советского Союза Москва устроила нам всем бывшим республикам несколько очагов напряженности, особенно за Кавказ. Надо учить всех этих. Поэтому мне кажется, когда мы увидим, что Москва создала нам все эти очаги напряженности, мы были все в руках Москвы. Москва как хотела, так и поступала. Поэтому, мне кажется, надо, особенно чеченским народам, нужно сломать этот механизм. Чеченский народ, всем известно, много сделал, чтобы обрести свою свободу. Но это недостаточно, потому что мир сначала смотрит на Москву, потом на другим регионам. Поэтому надо сломать вот этот механизм, чтобы мир увидел вас, увидел нас, увидел Кавказ. Если на этом не добьемся, у нас будет много проблем. Вот мой друг сделал много, господин Эдигов, сделал это много, но это, мне кажется, еще надо сколько делать, чтобы весь мир увидел чеченский народ, как он есть. Не так, как его представляет Москва. Москва всем представляет как необразованный народ, который недостоин своего государства. Надо сломать это. Господин Эдиков для этого сделал много. Но я думаю, всем нам надо вместе сделать так, чтобы весь мир хорошо знал Кавказ. Что означает Кавказ и что такое Кавказ. Его
культура, его исторический опыт, всех этих надо хорошо показывать и Москву, и всем миром. И надо здесь, по-моему, и нам, азербайджанцам, надо много сделать. И турецким друзьям надо что-то сделать в этом. Потому что у нас есть долг перед кавказским народом. Это долг, чтобы после распада России Кавказе, особенно Дагестане, Чечне, другим регионам, не было бы проблем, не было бы, которые мы пережили. Это не должно быть. Поэтому мы должны действовать вместе и организованно. Надо создать какие-то механизмы и какие-то программы, чтобы по этим программам надо движется. Вот у нас в Украине есть хорошие друзья и в Грузии. Надо вместе что-то сделать, чтобы после распада России мы не видели бы, чтобы Кавказе снова провалились кровь или не создавалась очаги напряженности. Надо всех это перевидеть и готовиться. Всем надо одного знать. Даже после распада России Москва не оставит народам такое время, чтобы они действовали по-своему. Он будет делать всем, что может плохого. Вот Да, это провокации будут. Да. Да, потому что у них политика такая, и у них видение, мировоззрение такое, что он не может понимать, что чеченский народ может быть свободный, или другие народы России может быть свободны. Они не готовы, не только Кремль, общество, российское общество не готово к такому процессам. Поэтому надо нам готовиться. Первым сделать, чтобы весь мир хорошо знал и чувствовал, что такое Кавказ, что такое Россия. Они в основном видят в России свой свой один из своих. Россия для Франции, для Германии и для других европейских государств. Один из них. Но только для США и Великобритании он немного не свой. Поэтому надо сначала, чтобы вот это организовать так, чтобы сначала Вашингтон и Лондон в Лондоне хорошо знали, что такое бывшие республики, что такое настоящая Россия, есть субъекты России. Это субъекты России, они как думают, что это все часть России. Но в настоящем они очень отличаются. И в Москве они знают, что Чечня отличается от России. Но европейцы этого не хотят видеть, что Чечня это совсем другая, это не Россия. Вот это в моментах надо всем показать. И однажды я господином Югом, когда говорили, сказал, надо создать такие механизмы, чтобы все участвовали в этом, все кавказские народы, особенности
Азербайджан и Грузия участвовали в этом процессе, поэтому у нас и в Грузии есть государственность, есть представительство международных организаций. Вот если такой бы создавалось бы такой механизм, через этот механизм можно было бы защищать ваши права на международные организации. Надо начинать с этого. Думаем так, а потом, когда начинаем людей организовывать, что-то не так идет. Потому что, с другой стороны, сильное давление. Потому что все смотрят, как вы говорите, на Москву. Не все, но многие все равно до сих пор смотрят, Да. какая ей выгода будет. Могут ли они получить, что будет, как будет. Вот мы думали, что решительные действия Запад, а вот видите, появился Китай, Иран, там еще другие страны начали поддерживать Россию, он уже немножко начал выпрямляться, поэтому борьба предстоит. Раз это не получится, но действовать обязательно надо. Я согласен с вами. Спасибо вам, Харгани. Ну что, кто еще скажет? Кто? Я думаю, мы что изложили нашу позицию. Мы пригласили чеченские движения, которые есть в Украине, которые есть здесь, к диалогу, насколько мне известно, всех. И закаецев, и других. Далее там Турции, я имею в виду. Пожалуйста, кто хочет? Виктор, вы хотите сказать? Пожалуйста, скажите. Да. У меня в Украине у нас сейчас четко есть понимание за последний год, что если не будет развала России, то война не закончится никогда, даже если мы выйдем на границы 91 года. Это вот у нас пример Сумской, Черниговский регион, тот же Харьков, туда входит ДРГ, там обстрелы, убивают местных жителей, ну там такая достаточно все напряженно. Да. Поэтому вопрос, точнее просьба господину Синеверу. Значит, идея в том, чтобы, может быть, вы поговорили с Мустафа Ага, и чтобы Ахята пригласить парламент украинский к господину Ярославу Юрчишину, который возглавляет эту комиссию по деколонизации России. И с ним, в общем-то, можно поговорить. Это первый вопрос. А второй, была бы ли возможность, когда была бы такая встреча, следующую встречу или, например, организовать с господином Умеровым, это министр обороны, и, например, господин Ахяд Идигал приехал бы, и, например, встретились с батальонами, показали, что чеченские батальоны играют достаточно важную роль. И, в принципе, на такие встречи мир бы увидел бы и отреагировал бы, и тогда бы этот процесс пошел бы быстрее и более правильно. Виктор, вы закончили мысль? Да. Да. Виктор, прекрасные предложения. Просто я немножко, знаете ли, немножко думаю, сама Украина будет сильно тоже не заинтересована, знаете ли, вот это вот выпячивать, как вы говорите, да, чеченцев и так далее. Здесь речь идет не о том, что, собственно говоря, они не хотят или еще что-то. Это будет просто связано, знаешь, с той же большой политикой, где представители стран, которые все-таки, да, за победу Украины, за освобождение ее земель, но при этом остаются такими последовательными сторонниками не развала России. Здесь, конечно, они будут сами советовать, чтобы в эти игры не очень сильно играли, не дразнили гусей. Насколько, собственно говоря, знаете ли, у меня у самого немножко вопрос был бы к Юрчишину. Я присутствовал на одном из круглых столов,
где они присутствовали, собрали представителей народов, колонизированных народов России. И я, собственно говоря, немножко, знаете ли, возможно, я ошибаюсь, но для того, чтобы сказать, что я ошибаюсь, нужно, собственно говоря, предложить альтернативу. Какая тактика этой комиссии? Они собрали представителей и так далее. И, знаете, чисто такое пропагандистский, да, мы за вашу независимость и так далее, вот давайте, чтобы там народы восстали внутри. Мое видение, и, Виктор, вы должны помнить, не знаю, помните или нет, но не столь важно. Я однозначно стою на позиции, Украина, решение крымско-татарского вопроса в Украине явится просто самим вот тем, знаете, клином или палкой, как хотите назовите, да, который подстегнет колониальные народы России к новой волне борьбы за свою независимость. Собственно, где-то вернемся в ситуацию начала 90-х годов. Но для этого Украина должна не половинчато, а в общем-то однозначно и окончательно решить крымско-татарский вопрос в Украине и стать флагманом для колонизированных народов России. Даже без виз. Виктор, здесь самая большая проблема, я думаю, да, с украинской стороны, это независимо парламентарий или, скажем, представитель Меджлиса, да, чтобы избежать вот этого внутричеченского противостояния. А мы здесь вообще эту проблему убираем, то есть потому что основная идея была выстроена, что государство было, по сути, сформировано в 90-х годах, когда был президент Джохар Дудаев. С точки зрения международного права, чечняне подписала федеральный договор, они сделали декларацию независимости, тоже как любая там страна, это как американцы, например. И на основе декларации независимости проголосовали за свою конституцию. Хорошо, у нас тут появился в эфире, грузины появились. Да, грузины, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста. Что-то плохо у вас видно, слышите меня? Слышите? Вы не можете говорить, да? Могу я сказать? Ну, давайте говорите. По поводу выступления, это Синавера. Мое имя Умар. Бельгию. Давай говорю. По поводу чтобы среди чеченцев противостояние, чтобы преодолеть, вам надо, там у вас одного человека не надо делать ставку, даже если он известный. Я имею в виду Закаева, его везде принимают, приглашают. Но есть же еще другие стороны, которые он неприемлем, в принципе, для чеченцев, этот человек. Он много где дискредитировал себя. Поэтому нужно всех приглашать и на ток-шоу политические, и в парламент украинский, Раду. Иначе ничего не будет, потому что вот Идиго, например, или еще кто-то, их приглашать и широкий спектр, чтобы было вам ясна позиция всех чеченцев. Нукри, вы не можете говорить? По-моему, Нукри болеет. Виктор закончил, он что-то пропало. Без развала России Украина не победит. Это мы должны точно понимать. Смотри, и это мы должны шаг за шагом это вносить. Кто бы там, американцы, англичане, вы знаете, как они к этому всему относятся. Киев за 3 дня, они говорили.
Мы свое мнение уже сказали. Платформа, на которой все стороны, мы готовы к диалогу. Так что вам всем спасибо. Там, если нет вопросов, закончим нашу пресс-конференцию. Спасибо. Спасибо всем.